Здравствуйте! Вы смотрите «Актуальное интервью», в студии Валерия Наумова. В арктические населенные пункты продолжается завоз продовольствия. Грузы до райцентров доставляются самолетами Ан-2 и далее до отдаленных сел вертолетами. Как проходит завоз продовольствия, в том числе овощей, в арктические районы республики, расскажет гость нашей студии. Сергей Неустроев, первый заместитель министра по развитию Арктики и делам народов Севера Республики Саха-Якутия. Сергей Анатольевич, здравствуйте. Доброе утро. Расскажите, пожалуйста, сколько населенных пунктов арктической зоны должны обеспечить доставкой продовольствия и овощной продукции? И как в целом составляются объемы грузов? Ну, вообще хотелось бы сказать, что Северный завоз – это комплекс ежегодных мероприятий по гарантированному обеспечению районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей ограниченными сроками завоза грузов, обязательной номенклатурой товаров, необходимых для жизнеобеспечения населенных пунктов. Вообще основной груз завозится навигацией. Используется все-таки короткое время лета, и это самый дешевый у нас транспорт речной, и мы максимально стараемся завести его вот в этот период времени. А так, конечно, на деле получается, что приходится использовать и зимой автозимники, дорогостоящий именно автотранспорт. В этом году была использована малая авиация для этого. И если раньше мы охватывали 19 труднодоступных населенных пунктов, то в этом году уже 42. И это очень сильно удешевило и улучшило и качество продукции, завозимой продукции, и население очень довольно. И поэтому мы в будущем будем это, опять же, практиковать и увеличить количество именно обеспечения продуктами населенных пунктов в Арктике и, конечно же, увеличивать ассортимент продукции. А так объемы определяются у нас средствами, которые у нас предусмотрены на транспортные расходы бюджетом республики, а сам ассортимент определяется главами наследов по перечню определенному. В соответствии у нас 604-м постановлением правительства, там есть перечень продуктов, которые они могут заказывать. А как решаются актуальные проблемы по транспортировке грузов? Ну, к сожалению, не во всех отдаленных населенных пунктах и сейчас есть посадочные площадки. Но население, вот, например, Среднеколымского района и Вена-Батантайского района, они содержали с советских времен свои посадочные полосы, и они их ремонтировали и были готовы вот в этом году принять самолеты Ан-2. И там, где было возможно, самолеты обеспечили, садились, и люди были очень довольны. Они где-то 20 лет уже, говорят, не видели самолетов, которые привозят им продукты. Но есть районы, где эти посадочные полосы все-таки пришли в непригодность. Вот в Аллайховском районе есть такая проблема, но поэтому есть предложение парашютом сбросить продукты. Есть такой поселок Чекалов с не менее героическим названием. И если этот метод у нас удастся, хорошо пройдет, то мы хотели бы этот опыт применить для других поселков. А так у нас в практике Ан-2 самолет «Зеленый рейс» привозил только один раз в году, в декабре месяце. А в этом году мы все-таки несколько рейсов до райцентра сделаем. Это мы говорим про населенные пункты, которые отдалены от райцентра, и они не могут себе завести эти продукты. А можете рассказать о новой схеме завоза продуктов питания? Ведь в прошлые годы все доставлялось речным транспортом, правильно? И как решается вопрос по привлечению к завозу грузов малой авиации? Ну, в прошлые годы мы говорим советские, наверное, времена, да, речным транспортом. В последнее время львиная доля все-таки заводится автозимником, автотранспортом. Это очень дорого, это очень, так сказать, неэкономно. Но в результате объединения двух предприятий, Якутапторга и Туймады Агроснаб, схема завоза изменена в сторону именно завоза речным транспортом, потому что у Якутапторга есть собственный флот. Данное изменение значительно улучшило объем завозимых продуктов. И в 2021 году за счет уменьшения чартерных рейсов, авиарейсов из города Якутска, именно Якутапторг разработал схему завоза летом раннего картофеля до районных центров и осуществлял стыковочные рейсы, используя самолеты Ан-2.
Уже сделано 37 рейсов, завезено где-то 36 тонн продукции, и еще планируется завести 60 тонн, еще где-то 58 рейсов будет проделано. Так что мы Арктику, в принципе, 13 районов все должны обеспечить этими зелеными рейсами. Да. А мы уже перечислили с вами несколько видов доставки, да, в арктические районы. Это навигация, автотранспорт и малая авиация. И малая авиация. Да. Но еще в качестве эксперимента вы привели, что с парашютами можно скидывать, да? Ну, это, конечно, исключительных случаев. В исключительных. Да. Вот из этих 4 вариантов доставки, какой из них самый бюджетный, а какой самый дорогостоящий? Ну, как я уже сказал, самый дорогостоящий — это автотранспорт, автозимники, потому что надо возить, объемы-то небольшие, но в машинах все-таки возить. А речным транспортом — это самый дешевый и вид транспорта, но надо обеспечить именно сохранность продуктов, которые завозятся речным. Мы же завозим летом, и для этого нам необходимы склады, помещения, где они могут сохраниться долго, и где может храниться определенное время скоропортящая продукция. Для этого у нас предпринимаются шаги по строительству торгово-логистических центров, районных центрах. Их у нас будет 13. Они будут обеспечены современные, это будут современные здания, где будет и холодный склад, и теплый склад, где будет возможно именно хранить долгое время продукцию, которую мы завезли. А вы 13 таких центров хотите открыть до какого срока? До 2024 года. До 2024 года. Это хорошо, что мы так плавно перешли к вопросу о хранении товаров. Но давайте поговорим, что во многих районах килограмм картофеля и других овощей разница с ценами в Якутске в несколько раз. И как регулируются эти отпускные цены на продовольствие? Ну, я бы хотел сказать, как решается проблема вообще с хранением товаров, да, в пунктах приема. Сами мы знаем, что арктические районы относятся к районам наиболее сложной климатической, географической расположенности, и поэтому отсутствие транспортной инфраструктуры. Для этого у нас, как я уже сказал, летом речной транспорт работает 1,5-2 месяца, автозимники работают 2-2,5 месяца. Это все у нас в разное время, и для этого нам необходимо все-таки иметь склады теплые, которые круглогодично именно обеспечивали хранение продуктов. Федеральная стратегия развития арктической зоны Российской Федерации, тоже система создания государственного завоза, и именно топлива, продовольствия, товаров непродовольственных тоже, является одной из задач решения. Это же направление работы имеет отражено в нашей стратегии региональной. В соответствии с рекомендациями Минздрава России о здоровом питании, достижения целевых показателей повышения уровня жизни в арктических районах до среднероссийского, необходимо кратно увеличить объем поставок и именно значительно расширить перечень товаров. Последние десятилетия завоз продовольствия в арктические районы осуществляется за счет именно субсидирования транспортных расходов. Но мы обеспечиваем пока только 10% от потребностей населения. Остальное завозится баллом, средним предпринимательством. Конечно, цены тут очень высокие, поэтому появляются такие парадоксальные такие цифры, когда в какой-то момент времени именно цены очень сильно завышены на продукты питания. Ну и сбои снабжения в конце 2020 года были у нас, и кризисные ситуации из-за погодных условий. Вообще исчерпание ресурсов, объектов складирования продуктов, которые построены в 70-е, 80-е годы, именно определяет необходимость системного подхода для обеспечения продовольственной безопасности арктических районов. Поэтому для этого у нас были придуманы эти оптимизации логистики и, конечно же, строительство торгово-логистических центров, которые у нас дадут эффект по экономически тоже. Это будет влиять и на потери, потери при хранении, снижение потерь. Также будет влиять на цены продукции, которая будет реализовываться населению. Также есть социальные, конечно, преимущества, то, что у нас все-таки будет снижена социальная напряженность,
будут создаваться новые рабочие места, и увеличится ассортимент социально значимых продовольственных товаров. И вот необходимость торгово-логистических центров, она как бы назрела в настоящий момент. И мы еще хотим в качестве еще одной дополнительной функции, вот, больше социальной направленности, торгово-логистические центры использовать как организовать закуп у населения продукции их, может быть, первичную переработку там делать, хранение товаров местного производства, рыбную, мясную продукцию, дикоросы. И дальнейшее внедрение функции факторий, это вот такой есть термин, должен стать основным видом поддержки местного населения, малого и среднего бизнеса и самозанятых граждан. Вот у нас на днях уже открывается 2 торгово-логистических центра. Это в поселке Белая гора Абыйского района и поселке Усть-Куйга Усянского района. Они послужат опорными точками, именно пунктами, так скажем, для Янской и Индигирской группы районов, для того, чтобы они могут снабжать именно эти районы. Как мы знаем, эти районы все равно с друг другом связаны, вот по Индигирке, по бассейнам рек и по Яне. Также мы до 2024 года, я уже повторюсь, должны построить во всех 13 районах. Тогда у нас будут везде торгово-логистические центры именно в Колымском бассейне, и Ленском бассейне, и Анабарском бассейне. Вы мне в начале нашей беседы рассказали, что у каждого руководителя Наслега есть свой список продуктов, которые он может заказывать в свой населенный пункт. Да? Состоит он из 600 продуктов? Не 600. Нет? Нет. Это в основном мука, сахар, основные такие продукты. Это ассортимент не очень большой, и поэтому мы хотим, конечно, расширить этот ассортимент. Это надо работать и с федеральными органами, и нам тут дорабатывать, чтобы население в Арктике могло себе позволить более большой ассортимент. Какие овощи планируется доставить в этом году до самых отдаленных населенных пунктов? Да, это картофель, капуста, морковь, свекла и лук. Еще в рамках соглашения с Республикой Узбекистан отработан завоз свежих фруктов. В Арктический район уже направлены вот арбузы, яблоки и виноград узбекский. Прекрасно. Спасибо вам большое. Спасибо. Ну, а я напомню, что вы смотрели актуальное интервью. Всего доброго и до новых встреч.